Спорт в Республике Казахстан – это больше, чем просто соревнование. Это путь, становление, гордость нации. Сегодня спортивная индустрия страны стремительно развивается, выходя на новый уровень международного признания. Благодаря самоотверженной работе тренеров и мудрому руководству Федерации дзюдо Казахстана, отечественные спортсмены достигли значительных успехов. Сегодня мы хотим вспомнить славные страницы истории, когда выдающиеся борцы, прославившие Казахстан в советское время, задали высокую планку для мирового спорта. Среди них имя, ставшее символом целой эпохи – Али Хамхоев. Али Хамитович внес неоценимый вклад в развитие дзюдо как выдающийся спортсмен и как организатор. Долгие годы Хамхоев занимает пост президента Федерации дзюдо Алма-Аты и вице-президента Республиканской Федерации. Его значимые достижения – это часть нашей общей спортивной гордости и вдохновения для новых поколений. В 70-х годах прошлого века в СССР основным видом борьбы оставалось самбо. Однако постепенно в различных союзных республиках все большую популярность стало набирать дзюдо – олимпийский вид спорта, который стремительно завоевывал интерес молодежи. В Ингушетии в то время существовал всего один зал для занятий борьбой – дзюдо. Но именно он стал точкой притяжения для юношей со всех уголков республики. Многие приходили туда, чтобы попробовать свои силы, и все чаще их выбор останавливался именно на дзюдо. Наши ровесники, если взять период Советского Союза, все через этот зал прошли. Все буквально, если наши ровесники, кому ни ткни, все через это прошли. Ну, не всем как-то везло или, не знаю, кого-то в армию, кого-то так не получилось. А касательно Али, я не знаю, у него как-то какая-то по поводу дзюдо, какая-то одаренность. С ранних лет у Али Хамхоева была мечта. И, возможно, именно врожденное упорство помогло ему остаться преданным дзюдо на всю жизнь. Но ведь все когда-то начинается. Али каждый день преодолевал большие расстояния, чтобы просто добраться до спортзала. Ему приходилось бороться не только на татами, но и с обстоятельствами, и он никогда не отступал. Мы с детства с ним вместе росли, вместе в зал ходили, на Зрань. Али в Кантышево жил, а мы на Зране жили. А ему приходилось ездить там километров 8-9, по-моему, на Зрань, Кантышево. Да? Он с Кантышева сюда ездил. Когда есть транспорт, на транспорте ездил, когда транспорта нету, пешком проходил с Кантышева на Зрань, чтобы провести тренировки, позаниматься. Упористым был. Когда он отсюда ездил в Назрань, 12 километров туда-обратно, каждый день, это же тоже труд хороший, трудное время, как сегодня детей возят на такси, в школу возят, обратно родители возят. Такого не было в то время. Вот эти результаты просто так не давались. Он трудяга, он очень сильно трудился. Даже на сборах, после сбора он в Алмату приезжает, на отдых между сборами, а отдавался тренировкам больше нас. Отец наш любил трудиться. Вот он трудяга был. Вот заметишь его во дворе, все время он чем-то занимался. И генное воспитание, по-моему, оттуда это все идет. Али тоже как-то досталось ему. На трудолюбие и самоотверженность Али Хамхоева обращали внимание с самого начала его занятиями спортом. Когда начался его юниорский путь, один успешный бой сменял другой. Он сразу привлек внимание московского тренера. Однако выбор был сделан не сразу. Али с детства знал от родных, какую роль в судьбе ингушского народа сыграл Казахстан. И когда пришло время решать, где строить свое будущее, у него не было ни малейших сомнений. Он один раз выехал на соревнования, в Москве был, и там ему предложили остаться. Заметили его там. Отцу как-то этот тренер написал, сказал, чтобы он приехал в Москву. Он как-то не захотел там. Я родился в Алмате, когда мы сюда приехали. Все время этот Казахстан, Алмата, у нас до сих пор это в душе.
Родители, если честно, вот довольны были, очень даже довольны были, что он выбрал Казахстан, Алмата. И я тоже доволен, потому что родина моя, там я родился, вот оттуда приехали сюда. И как-то и родители, и мы все за были. И нам не страшно было, что он... И мы знали, что он человек, если он берется серьезно за свое дело. Ну, я старше был, и как-то я их родителям говорил, что, мол, ему доверять можно. В своем деле сам по себе не трус, достигнет, если он захочет. А он спорт любил, желание было. Сильно старался. Сочковал, старался, занимался. 2 смены занимался спортом, да. Его первым наставником был Мережков Яхья, заслуженный тренер России по дзюдо. Я его воспитывал, он его тренировал. И об этом мы знаем. Большое спасибо. Я сегодня жив-здоров, слава Богу, да. Для ученика большая удача встретить чуткого наставника. И для тренера не меньше, если его ученик дисциплинирован и трудолюбив. В таком тандеме развивать в молодом даровании жажду побед – лишь вопрос времени. Для Али выдерживать серьезные нагрузки и учиться у тренера стало смыслом формирования стойкого характера. Али Хамхоев, особый мальчик, обожаю. Я ему дал задание, что подвороты делать. Он 150 делал. Можно в Советском Союзе кросс бежит, он первый проходит. Такой самолюбивый, заводной. План перевыполнял всегда. Где надо, он выкладывался. К примеру, 17 лет с юношей переходит юниор. Вот я смотрю, на чемпионате Советского Союза по мужикам он в финал входит. По мужикам. Всех мужиков разорвал. В финале Аргентины Кока проиграл. Чемпиона мира. Если Али выходит, выигрывает оценку Кока, эту Кока даже японец не мог отыграть. И есть наглядный пример этому, чему я говорю, на играх доброй воли. С ним попался за выход в полуфинал легендарный борец, дзюдоист Кога, и Али выиграл этого борца. Как Али тактически, я думаю, ни я, ни другой так не боролся. Это было в него заложено. Надо отдать должное Яхье Мережкову, человеку, стоявшему у истоков дзюдо в Ингушетии. Он начал с нуля, на одном энтузиазме, без сопутствующего инвентаря, без элементарных условий. Но именно он сумел сделать невозможное – воспитать поколение спортсменов и вместе с ними подняться на самую вершину дзюдо в Советском Союзе. Позже Мережков внес весомый вклад и в развитие казахстанского дзюдо, передавая свой опыт и знания уже за пределами родной республики. Имя Яхьи Магомедкереевича – это символ веры в свое дело, настоящей преданности спорту. Мы, когда еще в России, в Ингушетии тренировались, у нас тренер был Мережков Яхья Магомедович. И с этого зала я, Али Хамхоев и многие ребята нас повезли в Москву на международный, всесоюзный турнир, тогда он назывался «Московские надежды». И там мы отборолись, Али чемпионом стал, я чемпионом стал, это еще дети. Перед этим состоялся еще один значимый турнир на территории Украины. Именно там легендарный ингушский тренер Яхья Мережков вывел на ковер 3 своих учеников. Их яркая, по-настоящему чемпионская борьба на татами снискала любовь зрителей и уважение специалистов. Успех не остался без внимания. Один из влиятельных представителей спортивной элиты из Москвы проявил к юным спортсменам живой интерес. Он делал все возможное, чтобы переманить перспективных борцов в столицу Советского Союза. Этот представитель Москвы говорит мне, мы через месяц проводим турнир в Москве, Олимпийская надежда. Очень сильный турнир. Если у тебя хоть один призер будет там, это здорово. Собрали мы, подготовились хорошо и поехали на этот турнир. 5 чемпионов разгромили из 7. Из 7 чемпионов 5 чемпионов были. С Москвы мне 2 раза звонили. Аллах, правда. Его в комнате и квартире ключи ждут тебя.
почему не приезжаешь? Потом отсюда, с Казахстана, тренер Атаев Алексей Сергеевич увидел, что ребята есть, молодые ребята, перспективные, и он предложил нашему тренеру Яхья Магомедовичу, чтобы он вместе с нами набрал там 3 или 4 ребят, которые в зале были более-менее, и переехал с нами в Казахстан. Видимо, судьба была. Я уехал в Алмату. Этот Акбаев, бывший министр, он сделал очень большое дело. Пригласил нас, он по-настоящему зарыл дзюдо в Казахстане. Еще министром был Акпаев. У него задача была, он Атаеву говорит, вот я вас ставлю старшим главным тренером по дзюдо, поднимите дзюдо. И Атаев говорит, я вольник, говорит, как я могу поднять дзюдо? Говорит, нет, говорит, вы поднимете. И таким образом я, Али и еще 2 парня, мы попали в Казахстан. В истории казахстанского спорта было немало ярких моментов. Но один из них по-настоящему вошел в сердца людей. Пример Хамхоева вдохновил целое поколение. Его победы стали не просто личным триумфом. Они зажгли огонь в сердцах тысяч. Я вот в 85 году, я еще в школе учился, я помню, когда в Алмате проходил первенство СССР по молодежи, когда он боролся, когда Ибрагим боролся, когда Джабраил боролся, 3 финалиста, когда они боролись, там атмосфера очень сильная была в зале. В Алмате проходил первенство СССР среди юниоров. И мы, получается, 60 килограмм выиграл Вышегуров, 65 выиграл Али Хамхоев, 71 выиграл я. И 86 у нас был Дадаханов Шахрудин, он 86 стал 2-м. И как бы он нас всех мотивировал, мы все как бы зарядил на победу. Когда 3 чемпиона Советского Союза стало, я пошел в Акбаев, я сказал, вот 3 чемпиона Советского Союза. Он говорит, ты давай, молодец, хорошо, говорит, но ты казаху готовь. Я говорю. И через год уже казахи, финал чемпионата Советского Союза, Пастан Замбирбаевца, спартакиада награды Советского Союза, Асакбаев Кайрат. Акбаев, я говорю, вот и казахи. Всему свое время, и казахи пошли. В начале 80-х годов 2 самых опытных ингушских тренера Яхья Мережков и Руслан Базоркин приняли решение связать свою судьбу с Казахстаном. Вместе со своими молодыми учениками они не отправились в Москву, где перед ними открывались широкие перспективы. Их выбор пал на Алма-Ату. Это был осознанный, практически символический шаг. Яхья Магомедович, он каждому родителю приходил домой и уговаривал наших родителей, чтобы нас отпустили. И Яхья пришел домой к моим родителям, как сейчас я помню, и сказал, я им буду там отец, вы будете отец здесь. Учиться будут, институт закончат, армию, все я буду контролировать. На Кавказе все отцы говорят, кости наши, а мясо твое. Все, что хочешь из него, можешь сделать. Если не послушается, тогда один звонок мне. Ну, он был очень такой строгий, ну, как папа. Он их опекал, он заботился о них, он следил. Ну, естественно, он выстраивал индивидуальную подготовку, работал над этим. Но второй тренер был Базоркин. Он приехал, по-моему, из Кыргызстана тогда, и они вдвоем работали в сборной. И Базоркин Руслан Сергеевич, он был заслуженным тренером Киргизии тогда. Он воспитал чемпиона спартакиады народов СССР. Юнусов был там тяж такой, очень сильный борец. И когда мы сюда приехали, с 1-2 спортсменами справиться можно. Но когда год за годом нас становилось когда больше, я сказал Базоркину, вот я привез ребят, мы будем поднимать казахстанское дзюдо вместе со своими спортсменами, Казахстан поднимать. И Базоркин Руслан Сергеевич согласился и переехал в Казахстан. Он стал заслуженным тренером и Казахстана, и Киргизии. Для того, чтобы нормально спортсмена подвести к соревнованиям,
Надо правильно подвести его здоровье в первую очередь. Потихоньку так технику, здоровье, все вот так вот. И тогда он подойдет к соревнованиям нормально, в хорошем состоянии, то он хорошо и борется. И много работал насчет техники, насчет захвата. Именно спортсмену показать то, что тот противник делает, и как, допустим, от этого захвата уйти, как как преградить этот захват. В каждой схватке правильно настраиваться и правильно вести схватку. Сейчас вспоминаю, после того, как я уже был много лет сборной команды, главный тренер сборной Казахстана, где как раз думаешь, вот в этом месте, где ты допустил ошибку, где-то надо было вот так вот, где-то вот так вот. И потом, когда я приехал сюда, здесь, когда с ингушскую команду подготовил, когда ингушские ребята начали бороться, и вдруг из всех весовых категорий 4 чемпиона наши пацаны становятся. Я могу сказать, что этим двоим людям можно поставить памятник в том плане, они пошли на этот риск. Я считаю, это риск, неизвестно повести ребят, что из них завтра получится. Но в этой среде мы не потерялись. Для ингушского народа Казахстан всегда был больше, чем просто гостеприимная страна. После депортации 1944 года именно здесь многие ингуши нашли приют, поддержку и возможность сохранить свою идентичность. К казахам у ингушей особое братское отношение. Ведь Казахстан для многих стал второй родиной, и этот выбор вовсе не бегство от возможностей, а возвращение к духовным истокам благодарности и памяти. В интернате до нас были лидеры, с которыми нам надо было провести спарринг-партнеры, пробороться. Кто сильнее, тот и будет учиться в интернате. Отбор был жесткий. Поэтому нам дали встречу, мы этих ребят не знали. И в каждой встрече тренера смотрели, что мы из себя представляем. Первые ласточки это были Ибрагим Бишагуров и Али Хамхоев. Им было по 15-16 лет. Они учились в интернате. Потом они жили на стадионе, у нас был центр олимпийской подготовки, там была гостиница, и они там жили. Ну, я вам скажу, что Али очень сильно отличался от всех. Несмотря на то, что он был такой, как бы, ярко подающий надежды, все остальные тоже были способные ребята. Он был очень скромный. Я не учился в интернате, учились ребята, они вспоминают. Там в интернате очень теплое, хорошее отношение было, как родительское отношение. Это тоже много чего значит. Ты когда приезжаешь и к тебе, ты видишь, тебе становится тяжело. А когда к тебе, как говорится, с распростертыми руками, как своего родного принимают, заботятся о тебе, тут получается, ты пришел, ты влился и пошел. Наставники были очень хорошие. Я могу повторить столько тренеров, которых я могу сегодня поблагодарить. Это Патокин Александр Петрович, это Мельша Османович Мурзаев, Атаев Алексей Асельдерович, наш личный тренер Мережков Яхья Магомедович, Базоркин Руслан Сергеевич, которые за нами смотрели как за своими детьми. Это было трудно, но могу сказать, что они все очень тепло относятся к Казахстану. У них образовалась такая команда хорошая. Они как братья были. Казах, там, киргиз, или там кореец, или русский, хохол. Такого не было. Была одна семья, один дом. Понятие национальности в то время было размыто. Мы, когда здесь именно в интернате выросли, каждый тренер старался привести нас домой, накормить. Огромный рахмет всем тем тренерам, которые за нас переживали. Они все старты, все соревнования от нас не отходили. Это местные тренера, которые нас приняли как своих. В Алмату первая партия была Али Хамхоев, Ибрагим, там еще, еще трое-четверо, там Шабазгири, Ахмадхан с нами был, Алихан. Они первой партии поехали, а мы, я и Магомед Камурзоев вдвоем вместе с ними через год поехали в Алмату. Ну, когда мы приехали, там тоже дзюдоисты тоже были в Казахстане. Азимбаев Марат был, хорошо боролся, и Кайрат хорошо боролся, Мазыкбаев, Шамбурбаев, Пустам.
Именитые спортсмены были примерами для подражания во все времена. Их достижения впечатляют, вдохновляют, а порой даже обескураживают. Но в мире единоборств это лишь ориентир, а не конечная цель. Здесь индивидуальность выше подражания. Настоящий путь бойца начинается с самого себя. На первенстве республики по юношам боролись за выход в финал. Мы даже садимся, смеемся, как у нас прошла схватка. Али меня выиграл тогда за выход в финал. Али выиграл, я третьим стал. Потом после этого Али поехал на Россию, а я уже ушел, после на следующий год я уже ушел на категорию выше. Все приходит через труд, через пот. Несмотря на это, Али двигался только вперед. Тренировки 2 раза, 3 раза, зарядка. Очень серьезно относился. Это уже в 1983 году уже Али на спартакиаде народов СССР по взрослым стал бронзовым призером. Там проходила спартакиада и проходила сразу чемпионат СССР. За 2 дня он выиграл 2 бронзы. Тогда ему было 18 лет. Это было в тем временам сенсация. В 1983 году, как он ворвался в сборную, до конца, до распада Советского Союза, он оттуда не уходил. Игры доброй воли считалось, как приравнивалось к Олимпийским играм. Очень сильные соревнования были. И там лучшие из лучших борются. И поэтому там слабых, я не сказал бы, что там любой мог бы выиграть, любой мог проиграть. Когда он игры доброй воли выиграл, тут все старики, и наши знакомые, незнакомые, вот все, которые все лет старики, очень довольны были. Все приходили, поздравляли отца, короче, что хорошего сына его воспитали и так далее. Очень даже приятно было. Ну, тогда же в Советском Союзе была одна газета «Спорт», «Советский спорт». И все здесь, в Ингушетии, все читали советский спорт, кто интересовался спортом. И все знали, лучше меня контролируя каждую схватку, кто боролся, где боролся. И все знали. Когда Али, конечно, игры доброй воли выиграл, конечно, это праздник для всей республики, для всех, кто любит спорт. Это большой праздник был. Сейчас нынешнее поколение где-то, может быть, не понимает Союз, но Союз тогда было пройти очень тяжело. Это была сильная школа, и конкуренция была тоже сильная. И с 18 лет он был и во взрослой сборной, и в молодежной сборной. С 83-го по распад 90-91 год быть в составе сборной Советского Союза было очень трудно. И не каждому было дано вот так. Тогда в каждом весе по несколько человек из команды. Не одного, а там в команде там 3 грузина, 3 россияне, 3 белоруса. Там выступали же от республики, выступали от «Динамо», от ВЦСП, от армии. Там приходилось на Союзе биться и по молодежи, и по юношам. Он очень сильно шел, хорошо шел. Как бы была цель, и у него что было хорошо, у него был режим. Режим у Али был всегда на первом плане. Почему он чемпионаты Советского Союза выигрывал, чемпионаты Европы выигрывал? Потому что он был полностью в дзюдо, потому что отдавал себя дзюдо. Были очень много травм у Али, но эти травмы не успел он залечивать, как очередной старт. Но как сейчас, Гран-при, Гран-слам таких недельных не было, но были ответственные старты, где Али никогда, куда его не повезли, он везде брал медаль. В преддверии Олимпиады 1988 года в Сеуле имя Али Хамхоева уже было хорошо известно в мире дзюдо. Неоднократный чемпион Европы, победитель игр доброй воли, многократный финалист чемпионатов СССР, он по праву считался одним из сильнейших дзюдоистов своего времени. Казалось, олимпийская вершина была совсем близко. Увы, путь на Олимпиаду был предопределен. Вот это горнило пройти сборной Союза, это очень было сложно, чем сейчас. Казахстан выиграл, турниры какие-то показал, и ты уже все на мире, на Азии, можешь на Олимпиаде. А тогда даже ты выиграл чемпионат Советского Союза, скамейка запасных большая, политические взаимоотношения, и не всегда тебя возьмут. Вот Али этому пример, его не взяли.
Хамхоев, он серебряный призер чемпионата Советского Союза, чемпион игр доброй воли, потом призер и чемпион Европы. Но по усмотрению там, потому что не было толчка, вот, политические мероприятия тоже. Там сборная Советского Союза, они где-то сами регулируют, кого взять. Вот. Поэтому я думаю, у нас бы тоже с Казахстана много попало бы на Олимпийские игры, также в советское время на чемпионат мира. Но по каким-то причинам их не брали. Когда Казахстан принял чемпионат Советского Союза, уже мы 100% думали, что Али на Олимпиаде. Одной ногой Али стоял на Олимпиаде. Это однозначно. Просто единственное его травма подвела. То, что он проиграл там, да, проиграл как серебро. А так вот, все думали, что он уже на Олимпиаде. На сегодняшний день я считаю Али Хамитовича Хамхоева эталоном, мастером татами. Как он мне сказал, я стал Али именно таким благодаря дзюдо, поэтому мы видим то, что его за рубежом очень сильно любят и уважают по сей день. На самом деле, ту борьбу, которую он демонстрировал на татами, это, я считаю, одной из лучших, которые я видел в жизни. И считаю то, что если бы была бы возможность выступить на Олимпийских играх в 1988 году, скорее всего бы Али Хамитович стал бы олимпийским чемпионом. В 1988 году на чемпионате СССР в Алмате проходил. Али в финале, он до финала прошел чисто всех, уверенно. В финале, в принципе, он должен был выиграть, но получилось так, что он получил травму и порвал заднюю мышцу на ноге. Из-за этого он пропустил чемпионат Европы, но 100% мы были уверены, что он поедет на Олимпийские игры. Он готовился к этой Олимпиаде. Тоже, когда травма серьезная была, мы не думали, что он так быстро восстановится. Но нет, потихоньку восстановился, пришел в себя. В 1992 году он мог бы выступить. Он мог бы завоевать медаль. Хотелось бы. Но на тот момент получился развал Союза, было тяжело, и он отошел от спорта. Али Хамхоев всегда отличался бойцовскими качествами, трудолюбием, дисциплиной и стойкостью. Благодаря им он долгие годы уверенно удерживал свое место в сборной СССР. Но спорт для него не закончился с завершением карьеры. Любимое дзюдо осталось с ним навсегда. Благодаря его коммуникабельности и решимости в самом крупном городе Казахстана Алма-Аты была создана городская федерация дзюдо, которую он продолжает возглавлять по сей день. Значителен вклад Али Хамхоева не только в развитие этого вида спорта в казахстанском мегаполисе, но и на уровне всей страны, где он занимает пост вице-президента Федерации дзюдо Казахстана. Вот, Али Хамидович много сделал для развития борьбы в Казахстане, это дзюдо. Также он, работая гостренером, он много вклада сделал. Потом со временем, работая в федерации, вот, и спонсируя команду дзюдо, он многое сделал. Я благодарен ему. Он очень воспитанный, он очень честный, очень порядочный. Все лучшие качества человека имеются у него. Али Хамитович Хамхоев – это знаковая фигура, очень сильная фигура дзюдо. Он показал, что должен делать человек после своей спортивной карьеры. Он состоялся так же, как функционер. Долгое время он вице-президент Федерации дзюдо, также является президентом Федерации дзюдо города Алматы. Очень много соревнований организовывали в тяжелые времена. Этот человек с уважением не забывал, откуда он вышел, с какого вида спорта. Вот некоторые люди там под ширмой помочь, хотят какую-то свою выгоду, что-то поиметь там. Но Али Хамидович всегда, на мой взгляд, делал все от души и искренне, большое внимание уделял и помогал уже подрастающему поколению. Ағайым ретінде қашанда барсам қол ұшын беріп, әрқашанда сол спортқа деген өте жанашыр, біраз көп жақсы сұхбаттасамыз. Сол кезде қатты бізді поддерживать етіп, одан кейін қазір міне өмірдің ағысымен, Алланың қалауымен қазір екеуміз, менің бастығым
осы Алматы қаласының президенті, мен соның кісінің қол астында вице-президент болып бір 2 жыл болды шаруа істеп жатырмыз. Мына Алматы қаласының дзюдосын көтеру үшін көп жұмыстар атқарып жатыр ол кісі. Соны қолдап, жан-жақтан Қазақстанымыздың спортын көтеруге дзюдосының үлесін қосып жатыр. Именно морально-волевые качества у него не только в спорте пригодились, и после спорта, и в бизнесе, и сегодняшний день. Вообще Али очень щедрый человек, очень щедрый. Познакомившись с ним, я понял, насколько он добрый, отзывчивый по отношению к людям, по отношению к спортсменам. Будучи президентом Федерации дзюдо города Алматы и вице-президентом Федерации Республики, я вижу его щедрость, которую он проявляет спортсменам. В жизни он всегда улыбчив. На самом деле, то, что у него есть стержень, который он старается передать спортсменам, взбадривает. Вот Али – это образец правоверного мусульманина. Он не говорит, он просто делает. Не назойливо, не афиширует, он не ждет благодарности. Но в сердце у меня к нему огромная благодарность, огромное уважение. Потому что я знаю не только ко мне, он ко всем, с кем он встречается на жизненном пути. Будь то спортсмены, тренеры, просто люди. Он такой. Ну, как меценат он не только очень много финансов был в дзюдо, вот, и он много времени отдал. Это тоже богатство. Вот он до сих пор любит и этот вид спорта дзюдо. И он каждый возможность, если есть крупные чемпионаты мира, Олимпийские игры, он не пропускает, даже в роли члена федерации или болельщиком. Это его отношение к тому виду спорта, которое сделало его успешным, сделало его человеком, сделало его там чемпионом узнаваемым. Алижан, с 60-летием тебя поздравляю, крепко тебя обнимаю, чтобы эти года приносили тебе только радость. Очень много посещаем с Али Хамидовичем большие мероприятия. Это чемпионаты мира, чемпионаты Азии. Всегда его узнают, очень тепло и радужно с ним здороваются, узнают за прошлые его результаты, узнают за его уже функционерские действия, за его работу. Даже был такой случай, когда Баркас, который очень долгое время был рефери-директором IGF, узнал Али Хамидовича. Они стояли и обменялись прекрасными фразами, плюс показали друг другу видео. Даже спустя там 40 с лишним лет узнают такого выдающегося сильного спортсмена, как Али Хамидович. У них, что у Бекет Сапарбековича, что у Али Хамхоева, у них были человеческие качества одинаковые. Они болели за свою федерацию, за своих спортсменов. Они хотели результатов. Ну, благородство было. У них был одинаковый общий интерес к дзюдо. Каждый из них хотел результата и как бы хотел бы, чтобы прославилась страна. Он всегда был у меня и братом, и отцом. Мы всегда вместе были. Я всегда брал пример с него. Он мне помогал сильно очень. Мне было легко идти за ним. Помогает не только мне, и всем ребятам, которые переехали в Алмату, всем помогал он. Всегда пример показывал. Такими будьте и будьте такими. Стимул был, он как бы получался лидер, и нам было за кем тянуться. Так бывает легче. Первому идти тяжело. А за ним, когда ты идешь и видишь перед собой цели, тебе легче идти. Он надежный друг, надежный товарищ. Ты уверен, что он всегда будет рядом и всегда как бы поддержит. На тренировках он очень строг был. Никогда не давал пропускать тренировки. Как скажет задание, так я и выполнял, как он задавал мне задания. Так жили мы вместе. Потом мне пришлось переехать к родителям. Родители уже старые были. Вот так и живем здесь сейчас. Это Хамхоев Харон, двоюродный брат Алия Хамитовича. Они очень много помогают нашему селу. Вот стадион, который мы сейчас находимся, который построен по линии Министерства спорта,
года 4 назад. Мы назвали в честь Али Хамитовича. Вот освещение, которое вы видите вокруг, это асфальтированная площадка, вот раздевалка, вот трибуны, это все там Хамхоев Али Хамитович и Хамхоев Хара нам сделали. Это, ну, подарок для жителей села. Молодежь очень доволен. Мечети помогают, малоимущим помогают. Вот любой обращается к ним за помощью, когда у них трудности есть, они помогают. Мы гордимся, конечно, вот такими поступками наших соотечественников, понимаешь? Мы очень рады и гордимся. И вот я видел Али Хамитовича, и не скажешь, что он такой человек, очень простой человек. Очень простой, вот, общение он простой. С раннего детства он отличался упорством, целеустремленностью, ответственностью, трудолюбием. Я думаю, что эти черты его характера ему помогли достичь тех спортивных высот, которых он добился. Он был около 15 лет членом сборной Советского Союза от Казахстана. Старшее поколение знает, наверное, что такое Советский Союз и как сложно было попасть в сборную Советского Союза даже при выполнении всех нормативов. А вдвойне сложнее было это, ну, скажем, азиатским республикам. Поэтому все это время он достойно представлял республику в сборной Советского Союза. Хамхоев Али, он очень много помогает не то что спортсменам, но и другим людям. Мне рассказывали даже мои друзья казахи, короче, вот Али, это наш, он не ингуш, это наш там. А мне вдвойне приятно, когда вот о твоем земляке так говорят. Думаешь, вот всем надо брать с таких людей пример. Он очень глубоко верующий человек, воспитанный, гордится, что он казахстанец, гордится, что он ингуш. Бойцовские и человеческие качества ветеранов дзюдо, тех, кто знает цену высоких наград, теперь передаются молодому поколению. В Ингушетии сегодня трудятся ряд прославленных тренеров, которые предпринимают максимальные усилия, чтобы вывести национальное дзюдо на мировой уровень. И однажды случилась невероятная, стабильная карьера Хасана Халмурзаева, который шаг за шагом поднимался на пьедестал первенств Европы, привела ингушского борца к высшей награде – званию олимпийского чемпиона. Вспоминаем далекий год, 2016 год, Рио-де-Жанейро, Олимпиаду, свою Олимпиаду. Я с таким настроем, с таким пониманием выходил на ковер. Я понимал, что могу проиграть, и вообще могу остаться без медали. Но, конечно же, на тот момент я свой фокус, свой настрой, мои мысли были сосредоточены на одном, только выиграть, только сделать все возможное. И в итоге, конечно же, я знал, что результат от Всевышнего. Результат только дает Всевышний. И если, альхамдулилlah, если Аллах мне даст, я могу стать олимпийским чемпионом, и я дойду. То, что у нас есть олимпийский чемпион, это мотивирует ребят. У нас есть призеры мира, чемпионы Европы. Поэтому ребята видят их, хотят быть такими, хотят быть лучше. Это мотивирует. Когда появились такие хорошие ребята, как братья Халмурзаев, Магучков, Вышегуру, вот такие ребята были у нас. И цель мы поставили уже осознанно, что мы должны достичь олимпийских высот. Когда Хасан выиграл молодежную Европу, и его брат тоже, они вдвоем выиграли, мы поехали первый старт по взрослым в вашу родину. Наша тоже нам очень близкая родственная страна, Казахстан, город Алматы. И вот там мы выступали, и Хасан там стал первым, а его брат, близнец, стал третьим. Первый мой турнир был в 2013 году, серьезный турнир, это был Гран-при Алмата. Действительно, это для меня запомнивший для меня турнир, хотя от меня не было такой задачи, что я там должен выиграть, но, альхамдулиллах, я своим настроем, своей настырностью тогда смог выиграть турнир. Когда Хасан стал в Алмате Гран-при первое место, там ветераны, тренеры уже пенсионеры, мы общались с ними, они, короче, то же самое, вот как вы задали вопрос, мне сказали,
ингушские ребята к технике лучше были, но наши ребята за своей наследностью боролись, и вместе выросли и подняли школу на такую высоту, что сегодня они показывают очень сильные результаты. Это обоюдно, это очень хороший пример. А здесь целая жизнь прошла. Вот тот же Хамхоев Али возьмите, тот же Ибрагимов Вошегуров, вы сказали, они по сей день там находятся. Вот когда мы приезжали, они встречают целыми командами. Человек, который меня поддерживал, поощрял меня, мотивировал, настраивал, это Али Хамитович Хамхоев. Спортсмен, который действительно в свое время был один из лучших спортсменов своего времени. Мы действительно в детстве, еще будучи спортсменами, которые только начинали, только тренировались, работали, мы на тот момент, он для нас был примером подражания. Я вспоминал 2013 год, Алматы. Али Хамитович Хамхоев нас встретил, очень тепло встретил. Все, что нам нужно, все, что нам необходимо, делал и поддерживал, и наши тренера это очень хорошо знают. В 1944 году ингушский народ, как и чеченский, подвергся насильственной депортации со своей родной земли. Сотни тысяч человек были вывезены в Центральную Азию в тяжелых условиях, без права на возвращение. Так в Казахстане возникла одна из самых крупных ингушских диаспор. Лишь в 1957 году, после реабилитации, многим удалось вернуться на историческую родину. Но десятки тысяч ингушей остались, они пустили корни, построили новую жизнь вдали от родных гор и поселений. Та трагедия стала одним из самых тяжелых испытаний в истории ингушского народа. Но несмотря на боль и утраты, память о депортации жива. Сегодня на мемориальной площади в Назрани потомки могут прикоснуться к этой истории, к памяти, которую пронесли через поколения. 23 февраля 1944 года, во время Второй Великой Отечественной войны, произошла большая трагедия в судьбе ингушского народа. Именно в тот день были депортированы в Казахстан, на север Казахстана, представители ингушского народа, и отправлялись они туда вот в таких товарных вагонах. Вот здесь вот очень тяжелая энергетика. Мы вот видим, что условий совсем никаких не было. Буквально сразу же готовили лепешки и тут же делали, кормили детей. И вот здесь мы можем увидеть вот указ Президиума Верховного Совета РСФСР, это уже о реабилитации ингушского народа. Здесь выше товарищу Сталину докладывал как раз таки на следующий день после депортации господин Берия о том, что полностью всех погрузили в железнодорожные эшелоны, 176 950 человек за один день. Представляете, как буквально вмиг поломалась судьба у порядка 200 тысяч ингушей. Нас выселяли в феврале месяце и в Северный Казахстан, где были морозы сильные. Но нам никому не дали помереть, потому что по дороге до Казахстана у нас получается 50% населения померли в дороге от голода, от холода, от болезней. Там нас приняли, там нас поддержали, там нам дали как бы вторую жизнь. Казахстан – это наша вторая родина. Я от своих дедов, отцов слышал, как казахи в 1944 году, когда даже у самого дома кушать нечего было. Это не я придумал, это история, которая факты. И благодаря казахстанскому народу, благодаря именно казахам, ингуши, чеченцы и другие национальности все выжили. Казахстан для нас, для жителей, для населения Республики Ингушетия является родным. Сам казахский народ в те трудные времена 1944 году, когда нас депортировали в Казахстан и Среднюю Азию, казахстанский народ нас в беде не оставил. Дали нам крышу, еду, поддержали нас. Мы благодарны казахстанскому народу и благодарны, и будем благодарны до конца своей жизни. Легендарная история ингушской плеяды дзюдоистов в Казахстане – это пример глубокой сплоченности, благородства
и силы духа. Каждый из них, кого судьба привела на эту землю, сделал свой выбор осознанно и ни на миг не пожалел об этом. Путь дзюдо нелегок, а удача не всегда постоянна. Но именно на этом пути мы смогли по-настоящему оценить высокий профессиональный уровень ингушских спортсменов и тренеров, а также их искреннюю преданность делу. Это признание, уважение и благодарность прочно укоренилась в нашей современной жизни как достойная дань памяти предкам, основателям братского единения наших народов.